Доброе утро, Якутия. На календаре 21 июля, день недели, пятница. Телеканал Якутия-24, НВК Саха. Утро Якутии. Меня зовут Павел Танин. Всем доброе утро. Вместе с вами сегодня вновь, как и всю неделю, встречаю этот день и заряжаю вас по максимуму на благие свершения, хорошее настроение и просто интересный и хороший день. Ну, собственно, сегодня погода в столице региона немножко не радует, учитывая, что до конца июля остается всего 11 дней. Лето нужно успевать ловить по максимуму. Думаю, многие с этим уже справились. Если же нет, синоптики все-таки обещают возвращение лета уже на следующей неделе, даже уже в выходные температура воздуха прогреется достаточно хорошо, поэтому лето еще не заканчивается ни в коем случае. Если вы им еще не успели насладиться, то, конечно, у вас шанс еще будет. Ну а в целом сегодняшний день мы начнем, как всегда, с большого количества информации, интересной, полезной, познавательной и так далее. Вот, например, о чем сегодня поговорим. В первом блоке в гостях у нас будет человек, который изучает якутскую культуру. В частности, поговорим про различного рода орнаменты и про украшения с этими орнаментами, которые многие из нас любят носить не только на праздники, но и в повседневной жизни. Традиционно поговорим о животных, и эту тему продолжим нашей рубрикой «Мой питомец», где расскажем о значимости диспансеризации животных, узнаем новости из мира научных открытий, разработок и многое другое. И, как вчера было сказано, мы сегодня вновь будем разыгрывать 2 пригласительных билета в кинотеатр «Центральный». Для того, чтобы принять участие в розыгрыше, вам нужно обязательно подписаться на наш телеграм-канал «Утро Якутии». Ссылку на него видите на экране. В уголке есть QR-код, который легко и просто можно считать смартфоном и перейти непосредственно на наш канал. Подписаться, там будет вопрос, когда-то мы его зададим в этом сегодняшнем эфире, и вам нужно будет под этим вопросом оставить комментарий с правильным ответом. Ну, о вопросе чуть позже. По традиции начнем наш эфир, конечно же, с информации о погоде. По данным гидромедцентра, сегодня в центральных районах Якутии температура воздуха плюс 10, плюс 14. В заречной группе от 0 до 17. В южных районах от 10 до 11. В Вилюйской группе 14-16. В нижнеленских районах 13-15. В западных 14-15. В Колымо-Индигирской группе улусов сегодня от плюс 12 до плюс 22. В Янских от 9 до 14. На северо-западе 8-9 градусов тепла. В городе Якутске температура воздуха в 6 часов утра составила 13 градусов, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба «Штиль». Сегодня утром небольшой дождь, днем ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем прогреется максимум до 24 градусов со знаком плюс. На сегодня на календаре отмечают День переучета, День Или, а также День турнира по перетягиванию каната. Какие еще праздники отмечают сегодня, узнаем из рубрики «Даты и события». 21 июля – Национальный день хот-дога в США. По народному календарю, какая погода в этот день, такая же будет и 2 августа. 21 июля 1613 года в России венчался на царство родоначальник династии Романовых Михаил Федорович. 21 июля 1774 года Россия и Турция заключили Кючук-Кайнарджийский мирный договор. Он стал завершением второй из 6 русско-турецких войн 18-19 веков, которые Россия вела за выход к Черному морю и обладание Крымом. 21 июля 1804 года в России принят первый цензурный устав. Он определял всю издательско-типографскую деятельность в государстве с момента подачи автором рукописи издателю и до выхода из типографии готового тиража издания. 21 июля 1917 года главой российского правительства стал Александр Керенский. В 1969 году в этот день человек впервые вступил на поверхность Луны. Это был Нил Армстронг, командир американского корабля «Аполлон-11». Известна его фраза, которую он произнес, ступив на Луну. Это один маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества.
21 июля 356 года до нашей эры родился Александр Македонский, царь и полководец. 21 июля 1620 года родился Жан Пикар, французский астроном. В 1899 году в этот день на свет появился Эрнест Хемингуэй, американский писатель. 21 июля 1925 года родился Глеб Стриженов, советский актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР. 21 июля 1948 года появился на свет Михаил Задорнов, советский и российский писатель-сатирик, драматург и актер. 21 июля 1971 года родилась Нонна Гришаева, российская актриса театра и кино, телеведущая, заслуженная артистка России. Именины в этот день празднуют Александр, Дмитрий, Николай, Прокоп и Федор. Вот уже месяц прошел с нашего национального праздника ИСЭХ, где можно было встретить много нарядных людей, в том числе с национальными украшениями. Мы вообще все носим якутские ювелирные украшения, но какие орнаменты мы носим каждый день, как понять, что они означают, отдельные эти орнаменты. И, собственно, об этом мы сегодня поговорим с гостем в студии. Лана Дьяконова, кандидат искусствоведения, YouTube-блогер, который занимается именно вот изучением этого вопроса. Лана, доброе утро. Доброе утро. Вообще, как пришли к изучению орнаментов? То есть, можно много изучать и в культуре и так далее. Я так понимаю, вы прям по орнаментам специалист. Я училась на архитектора и писала дипломный проект. Он назывался «Благоустройство города Якутска». И для того, чтобы мне оформить общественные пространства, нужно было как-то оформить в национальном колорите, да, получается. И я начала изучать, что такое орнаменты. Это родилось диссертацию. Вот, то есть я пошла дальше учиться в аспирантуру и начала изучать такую тему, как архитектурно-художественная культура народа Саха. И там я увидела много интересного про нашу культуру и начала изучать вот орнаменты, вообще деревянное зодчество, там, домашняя утварь, и все это связано. И оказывается, орнаменты — это не просто орнаменты, а носят с собой смысловую нагрузку. Вот. То есть, можно сказать, так с неожиданной стороны подобрались к этой теме. Да, с деревянного зодчества, получается. А вообще, какие виды орнаментов в принципе существуют? По моему понятию, то есть, насколько я могу сказать, это 3 вида орнамента: геометрический, растительный и зооморфный. Геометрический считается более архаичным, то есть он более древний, а растительный он появился позже. И зооморфные. Вы, наверное, видели зооморфные. Это серге, там, урга, там, и так далее. Такие вот узорчики есть в виде коровушки. Это зооморфные орнаменты. То есть 3 вида таких. А вообще какие наиболее распространены сегодня, можно сказать, в республике? Да и, в принципе, сегодня наша культура, она, учитывая и люди уезжают, мы как-то интернет, да, вот это все, распространение культуры все равно идет. Какие орнаменты, типы орнаментов сегодня наиболее распространены? Все виды орнаментов. Зооморфные используются только в дереве, скажем так. А вот я бы хотела здесь отметить, что есть мужской орнамент и женский орнамент. Вот. И то есть из-за того, что мы не знаем, может случиться, что мужчина может носить женский орнамент, вот такой вот. Или же женщина может мужской орнамент носить. А можно как-то вот невооруженным глазом, скажем так, без не очень хорошей осведомленности в этой теме, вот так сразу понять, где женский, мужской, какие-то вот есть отличия? Мужской — это более геометрический орнамент, а женский он более такой растительный, такой, видели, наверное? Более закругленный. Закругленный так такой, далее. А какую смысловую нагрузку вот эти символы, скажем так, несут? Я изучала. Пока изучала, я наткнулась на такое понятие, как рунические символы. Оказывается, когда вот соединяешь рунические символы, получается орнамент. Вот, то есть календари получаются. И вот рунические символы, если вот по легенде посмотреть, наш прародитель Эллей, он плыл сюда со своим отцом, и у него такой камень был. И это считается письменностью, да? И вот эта письменность, она затерялась, но остались вот эти вот символы. И вот они, когда вот соединяются, они превращаются в алгыс, то есть какое-то пожелание. И вот когда их соединяют, это получается такой орнамент. Вот. И можно это делать, видели, наверное, так, печати существуют, такие рунического символа. Но это такие более древние. Вот.
То есть это смысловая нагрузка там идет вот в речи какой-то такой письменной. Ну вот, наверное, можно ли как-то отдельной строкой выделить здесь харысхалы? То есть харысхал — это же прямо оберег. Да, оберег. Опять же, многие сегодня и на себе можно носить, да, какие-то вот на автомобилях можно встретить. Как правильно их использовать, как правильно их носить? Когда я изучала, еще соединилась такая тема, как чакры. Знаете, наверное, чакры. И вот они тут, вот здесь, сердечная чакра. И вот харысхал нужно носить на уровне этих чакр. То есть они закрывают, и когда вы носите харысхал, у вас есть ощущение защиты. То есть вы непробиваемый. Вот такое понятие. Поэтому, когда носите какой-то, на шее, нужно носить на уровне груди, то есть где сердечная чакра. И видели, наверное, бастына. Вот здесь вот закрывает, вот здесь закрывает, вот тут закрывает. И линки бихер, он такой длинный, и он все виды чакры закрывает, и сзади тоже. Вот. И не просто так это делается. То есть наши ювелиры, они всегда делали со смыслом, с толком, постановочкой. Ну вот вернемся к руническому, да, руническим предложениям, скажем так. Мы сказали, что да, вот руны, они так соединяются, получается какое-то послание. Вот в самом начале, да, когда представлял вас, напомнил, да, что у нас СЭХ прошел недавно, все всегда в национальных костюмах, на них тоже присутствуют эти вот орнаменты и так далее. Какие, скажем так, наверное, наиболее распространенные пожелания вот на этих костюмах обычно можно встретить? Ну, обращали ли внимание или, может быть, посоветуете, что лучше на костюме своем можно разместить? Ну, мужской орнамент, он более считается там могущество, мужество, защита и так далее. Женское — это там более женское направление, да, типа деторождение и так далее. Вот такие вот нагрузки идут. И обязательно бывают символы солнца. Вот, круглое такое вот здесь, вот тут. Это обязательное. У мужчин тоже есть такое же. Видели, наверное, вот такой вот круг такой носят. Вот здесь вот тоже носят. Вот. Это как бы защита тоже идет. Харысхал в основном. Но если вы спрашиваете про то, что это означает, ну, скорее всего, это означает про мужское могущество, женское, женственность, скажем так. Женственность. Забота, возможно, теплая и полная чаша дома в том числе. Да. Ладно, спасибо большое за интересную беседу. Действительно, тема, про которую не каждый день можно поговорить, но тема очень важная, учитывая, что это наша культура, ее нужно знать в любом случае, да, и максимально попытаться ее впитывать. Еще раз спасибо, удачи вам в вашей работе и хорошего, конечно же, дня. Ну а прямо сейчас мы прервемся на короткую паузу, после которой вернемся. У нас, не забывайте, будет небольшой розыгрыш. Мы разыграем вот эти 2 замечательных пригласительных билета в кинотеатр «Центральный». Оставайтесь с нами, никуда не переключайтесь. Доброе утро, Якутия. Новости к этому часу. 352 университета и их филиалы подали документы о приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета участники специальной военной операции и их дети. Всего университеты получили 9110 таких заявлений, при этом один человек мог подать документы в несколько организаций. В Министерстве образования и науки также напомнили, что приемная кампания в вузы стартовала 20 июня в 2023 году. Участники специальной военной операции и их дети могут поступить в университеты на бесплатную форму обучения по отдельным и особым квотам в размере 10% от общего числа бюджетных мест. В СВФУ продолжает свою работу приемная кампания. Ежегодно в это время в университете большой наплыв абитуриентов. Прием документов на программы СПО завершается сегодня в полночь. А желающие поступить на бакалавриат могут подать заявление до 25 июля, на магистратуру до 31 июля. Институт естественных наук выделил в этом году 209 бюджетных мест на бакалавриат и специалитет и 70 с лишним мест на магистратуру. В Институте психологии предусмотрено от 20 до 25 в зависимости от направления. В приемной комиссии отмечают тенденцию роста количества поданных заявлений по сравнению на предыдущие года.
Есть очень много осознанных в этом году абитуриентов. То есть ребята выбирают не много направлений, а выбирают одно направление или два направления, зная, что у них хорошие баллы, они туда поступят, мечтают, долгие годы готовились, делали проекты на различных конкурсах. И, соответственно, у них и по индивидуальным достижениям достаточно много баллов, и плюс баллы ЕГЭ соответствуют тому, чтобы они проходили. И поэтому таких ребят с каждым годом становится все больше. Сразу несколько строек идут в селе Искра Намского Улуса. 2 дома одновременно строятся по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. Новые 6-квартирные дома будут оборудованы необходимым для комфортного проживания коммуникациями. Жилье сдадут в конце этого года. Готовность домов на данный момент составляет 70%. Кроме этих 2 домов строится детский сад. Дошкольное учреждение рассчитано на 25 мест, площадью больше 750 квадратных метров. Здание рассчитано на 3 группы от 3 до 7 лет. Для каждой из них сделают игровую комнату, спальню, раздевалку, буфет и туалет. Кроме того, в детском саду обустроят физкультурные и музыкальные залы. Цокольное перекрытие залили детского сада. И сейчас вот колонны поставили и начинаем заливать перекрытие этажа. Уже завершаются бетонные монолитные работы. После нас уже через неделю выйдут каменщики и будут заканчивать каменные работы. Все бетонщики-плотники. Ну, сварщики есть, конечно. Сами арматуру вяжем, сами бетон делаем и заливаем. Регистрация участников на конкурс «Директор года России-2023» начнется 25 июля. Принять участие могут руководители российских школ со стажем не менее 3 лет. Именно директор школы должен выстраивать работу всей педагогической команды, быть одновременно грамотным управленцем и талантливым педагогом, отметил министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов. Отборочный этап конкурса пройдет с 15 по 28 августа 2023 года. По итогам конкурсных испытаний последовательно определяются 10 лауреатов, 5 призеров и 1 победитель конкурса. Имя победителя объявят 5 октября в рамках Большой учительской недели. Это «Утро Якутии». Мы продолжаем. И, как и говорил перед нашей паузой, мы сейчас начнем разыгрывать 2 замечательных пригласительных в кинотеатр «Центральный» на кинофильмы, которые вам захочется посмотреть во время, которое вам удобно. Ну и как и вчера, розыгрыш ничем не отличается от вчерашнего. Для того, чтобы попытать свою удачу, свое счастье, точнее знания свои проявить, вам нужно в первую очередь подписаться на наш телеграм-канал. Ссылку на него видите внизу вот здесь. Там еще есть QR-код. Можете его отсканировать и попасть на наш канал. И обязательно подписаться, потому что подписка на канал будет обязательно проверяться нашими редакторами. Ну а для того, чтобы получить билеты, нужно первым ответить на вопрос. Вопрос интересный, тоже опять же на историю города основан. Звучит следующим образом. На улице Пирогова в Якутске когда-то стоял кинотеатр. Как он назывался и в каком году он был открыт? Этот вопрос также будет в самом Телеграме, можете его почитать, вчитаться, может быть, на какие-то мысли вас это натолкнет, и в комментариях к вопросу нужно будет непосредственно свои ответы оставлять. Ну, а мы продолжаем. Эксперты составили рейтинг стран по количеству потребления овощей, и в абсолютных лидерах оказались Китай. Каждый гражданин Поднебесной в среднем съедает около килограмма овощей в день или более 384 килограммов в год. В пятерку также вошли Хорватия 350,5 килограммов в год, Албания 337,7 килограмма, Гаяна 276,3 и Северная Македония 273,2 килограмма. А вот среднестатистический россиянин съедает за год почти 100 килограммов овощей, 54 место в рейтинге. В общем соотношении из 181 страны около 70% потребляют менее полукилограмма овощей в сутки. В конце списка оказались Чад 6,1 килограмма в год, Демократическая Республика Конго 6,29 килограмм, Эфиопия 10 килограмм, Соломоновы острова и Коморы. Статистику привело издание Daily Mail на основе данных Оксфордского университета и Организации Объединенных Наций.
Гигантский зефир весом больше рояля стал самым крупным в истории. Сладкое угощение, созданное мексиканской фирмой Mazapán de la Rosa, весит 648,5 килограмм. Для сравнения, знаменитый рояль Steinway тянет всего на 480 килограммов. Официальный рекорд был установлен на специальном мероприятии в рамках празднования 200-летия штата Халиско в Мексике. На приготовление огромного зефира ушло около 53 часов и потребовался труд 100 человек. После того, как рекорд был установлен, сладостью смогли полакомиться все желающие. Вот тоже про немножко необычную еду, точнее необычную форму и вкусы. Мороженое со вкусом ливерной колбасы чуть ли не самое популярное в кафе в берлинском районе Нойкельн. И это неудивительно, ведь сюда часто приводят собак. Владелец заведения Феррас готовит такое мороженое уже год. Делает это на основе безлактозного йогурта или сливочного сыра. Десерт получается 3 видов со вкусом ливерной колбасы, бананово-клубничный и яблочно-морковный. По его словам, он это делает, так как является большим фанатом собак. Говорит, что четвероногим очень нравится его десерт, они радуются как дети. В кафе также продают обычное мороженое для людей, так что холодным десертом могут насладиться собаки, а также их владельцы. Замысловатые сладости создают с помощью пищевого 3D-принтера. Такие десерты начали делать в одной из кондитерских Лос-Анджелеса. Главный ингредиент – сахар. Так, соучредитель Sugar Lab Кайл фон Хассельн увлекся изготовлением сахарных творений, когда учился в архитектурном институте. Он купил традиционный принтер и экспериментировал с ингредиентами. В результате разработал уникальный пищевой 3D-принтер. В отличие от других подобных, эта машина использует мелкозернистый сахар вместо пасты. В результате можно добиться более высокой детализации. Как рассказывает Джеймс Цой, сотрудник компании, крупицы сахара становятся пикселями, которые в свою очередь становятся носителем информации и разрешением. То, что мы проектируем в 3D, превращается в текстурированный зернистый предмет. Он скульптурный, но в то же время имеет очень тактильную текстуру. Все начинается с задумки. Цифровой файл – это первый шаг. Дизайнер и шеф-повар превращают этот файл в 3D-модель, а затем передают ее на принтер, где и происходит волшебство. Помимо сказочных персонажей и героев мультфильмов, здесь печатают фигурки для тортов, конфетки для украшений стаканов с прохладительными напитками, а также конфеты с начинкой из сухофруктов или шоколада. Более того, тут также печатают соленые конфеты для супа на основе рассола кимчи. Изделия продаются на сайте компании. Например, 6 напечатанных клубничек, наполненных шоколадом, стоят примерно $25. Ну а сейчас наша традиционная рубрика «Полезный завтрак». Будем сегодня готовить сырники вместе с шеф-поваром ресторан-бара «Тимптон» города Нерюнгри. Доброе утро! Меня зовут Инхеева Мария. Я работаю в ресторане «Тимптон» города Нерюнгри. И сегодня мы с вами будем готовить вкусные и нежные сырники. Для этого нам понадобится творог 500 грамм, яйцо 1, мука 1 столовая ложка, сахар 2 столовые ложки. По желанию можно будет добавить ванилин. Начинаем готовить. Творог можно взять любой. Главное, чтобы он у нас был сухой и рассыпчатый. Если у вас обезжиренный творог, тогда его нужно отжать через марлю, чтобы не было лишней сыворотки. Творог у нас уже протертый, поэтому рекомендую его протереть через сито, чтобы сырники наши были очень нежные и очень вкусные. Итак, наша масса уже готова. Теперь мы формируем сырники. Для того, чтобы у нас сырники не рассыпались при жарке, желательно, когда мы это все замешиваем, постояло, чтобы наша масса 30 минут. Тогда они у нас на сковородке не будут сыпаться. Все ингредиенты соединяются. Теперь наши сырнички мы обваливаем в муке, придаем им форму. Для того, чтобы она была идеальная, можно взять в помощь нож, лопатку, все, что вам будет удобно, чем вам формировать будет удобно.
И если вдруг так получилось, что вы не сразу начали жарить сырники, то для того, чтобы у нас был колер красивый, нам предварительно нужно будет тоже обвалять их в муке, так как когда они стоят, мука впитывается, и они становятся влажные. Ну вот, форму сырника мы придали, осталось обжарить их с 2 сторон и убираем в разогретую духовку до 180 градусов на 5 минут. Пожарили с 2 сторон, и теперь мы убираем в духовочку на 5 минут. Итак, наши сырники готовы. Подавать вы можете с любыми ягодами, фруктами, со сгущенным молоком, сметаной и даже шариком мороженого. Кто как любит. Приятного аппетита! Желаем всем приятного аппетита, кто тоже сейчас за столом сидит и, возможно, теми же самыми сырниками завтракает. Ну а мы переходим к теме животных. В бразильском городке Аранду на аукционных торгах продали право собственности на 1/3 коровы. Животное относится к элитной породе нелоры и было оценено в рекордные $1,5 миллиона. Всего же корову по кличке Виатина-19 оценивают сегодня в $4,3 миллиона. Она ведет свою родословную от скота, завезенного из Индии в 60-е годы минувшего века, сообщает Newsweek. Ключевая особенность породы состоит в высокой адаптивности к различным условиям тропического и субтропического климата, неприхотливости в питании, устойчивости против насекомых. У коров нелор короткая шерсть белого цвета, зрелая особь женского пола достигает веса в 600 килограммов, а самцы до 1 тонны. Теперь усыпить питомца просто потому, что тот надоел, человек не сможет. По новому закону ветеринарные клиники должны отказывать в такой просьбе. Исключение составляют лишь те животные, которые серьезно болеют и из-за этого мучаются. Зоозащитники такое решение поддерживают, однако отмечают, что с нынешним отношением людей к четвероногим закон, вероятнее всего, кошкам и собакам только еще больше навредит. Как сообщают зоозащитники, есть и теневая сторона вопроса. Они предполагают, что четвероногих не будут теперь приносить в клинике, а просто начнут выкидывать на улицу или еще что похуже сделают. Так что проблему это не решит. Тут надо над культурой людей сначала поработать, поделилась Ирина Иванцова, волонтер из Хабаровска. Для многих людей, отмечают зоозащитники, решающим фактором в принятии решения об усыплении животного становится стоимость ветеринарных услуг. Лечение даже одного питомца обходится в круглую сумму, и не всем это по карману. И чем серьезнее заболевание у четвероногого, тем больше денег его хозяевам придется отдать. Напомним, Госдума приняла законопроект о безнадзорных животных, в котором, среди прочего, запрещается самовыгул домашних питомцев. Кроме того, регионы наделяются полномочиями принимать собственные законодательные акты, определяющие порядок обращения с безнадзорными животными. Ну а тему животных мы сейчас продолжим нашей традиционной рубрикой «Мой питомец». И в этот раз мы вам расскажем что-то интересное. Доброе утро! Сегодня в рубрике «Мой питомец» мы будем разговаривать с вами об ежегодной диспансеризации ваших питомцев. При посещении ветеринарного центра всегда хочется знать, чего ожидать, потому что никто не любит сюрпризов. Итак, что же происходит с вашим питомцем, когда вы приходите на осмотр? Представим, что вы пришли на ежегодную вакцинацию. Это самое лучшее время, чтобы заодно пройти и диспансеризацию. Что же включает в себя диспансеризация? Как правило, врач начинает прием с беседы, в ходе которой опрашивает хозяина о хронических заболеваниях, привычках, физической нагрузке и поведении питомца. Далее у нас идет измерение температуры тела.
Нормальная температура тела вашего питомца должна быть 37,5-38,5 градусов. Температура измеряется ректально, но это не причиняет никакого дискомфорта вашему четвероногому другу. Далее у нас идет наблюдение за кожными покровами и шерстью. Шерсть может многое сказать о здоровье вашего питомца. Она не должна быть маслянистой, сухой, не должно быть перхоти и выпадения волос. Шерсть должна быть здоровой, блестящей, мягкой и не шелушащейся. Далее у нас идет осмотр ушей, носа и глаз. Ушные инфекции и аллергии – это проблемы, которые может увидеть даже владелец. Зачастую инфекция начинается глубоко в слуховом аппарате, и если ее заметить на ранней стадии, можно легко избавиться от этого недуга. Каждый профилактический осмотр должен включать в себя обязательно осмотр ротовой полости, так как гигиена полости рта – это одна из самых игнорируемых аспектов ухода за домашними питомцами. Во рту могут быть инфицированные десна, шатающиеся зубы, застрявшие между зубами предметы, опухоли и множество других сюрпризов. Глаза не должны иметь покраснений, выделений, аномальных выпуклостей на веке. Далее у нас идет прослушивание легких на шумы и сердца на аномалии ритма. Если ветеринарный врач замечает какие-то отклонения, вас дополнительно отправляют на УЗИ-диагностику, рентген и также на сдачу анализов. Далее тщательное прощупывание живота, пальпация. С помощью пальпации врач может заметить аномалии мочевого пузыря, почек, печени, селезенки, желудка. Многие владельцы бывают шокированы, узнав, что у их питомца бывает только одна почка или, допустим, развивается опухоль. Или, например, бывают камни в мочевом пузыре. Это все можно обнаружить в ходе обычного осмотра. Так что помимо наблюдения за тем, что находится снаружи питомца, не менее важно знать, что находится у него внутри. И, наконец, врач осматривает походку, лапы и когти. Если питомец прихрамывает, у него есть проблемы с мышцами и нервами, врач обязательно это заметит. Теперь, когда ваш питомец прошел осмотр, и вы, как хозяин и ветеринарный врач, спокойны, что он здоров. Следующая задача – это содержать вашего питомца в хорошем состоянии. Если вы не можете справиться сами, всегда обращайтесь в ветеринарные клиники нашего города. Якутия, доброе утро. Впереди блок новостей. Минтруд предложил упростить процедуру использования материнского капитала на рефинансирование ипотечных кредитов, чтобы людям не нужно было предоставлять лишние справки. Сейчас в кредитном договоре о рефинансировании отсутствуют сведения о цели ранее выданного кредита. Также в Минтруд напомнили, что улучшение жилищных условий – это самое популярное направление использования маткапитала. С 2007 года за все время реализации программы на эти цели направили свыше 77,5% семей. Распорядиться на улучшение жилищных условий можно, когда ребенку исполнится 3 года. Сенаторы одобрили закон, который закрепляет на постоянной основе право граждан Российской Федерации на кредитные каникулы по потребительским займам. С 1 января 2024 года эта норма будет действовать на постоянной основе. Документ защитит права граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию. До установления Кабмина максимального размера кредита будут действовать предельные значения, установленные законом. Для автокредитов 1,5 миллиона рублей, для остальных 450 тысяч рублей, а для кредитных карт 150 тысяч рублей. К трудной жизненной ситуации, позволяющей обратиться за льготным периодом, также отнесено проживание заемщика в жилом помещении, находящемся в зоне чрезвычайной ситуации. В Саха-гимназии капитальный ремонт, который ведется в рамках федеральной программы, близится к завершению. На сегодня строительная готовность объекта составляет 80%. Осталось завершить внутреннюю отделку и установить новую мебель и оборудование. Благодаря программе капремонта здесь полностью обновили полы, кровлю, двери, электрику, систему отопления, вентиляции и канализацию. Кроме этого, в рамках капитального ремонта не только сделана стяжка полов первого этажа, также заменены все окна в здании, но и выстроено новое крыльцо, а над ним большой козырек. Напомним, Саха-гимназия размещается в бывшем здании педагогического колледжа. Сюда они выехали в 2010 году. В 2012 провели перепланировку. С тех пор ремонт в здании не проводился.
Главной проблемой нашей школы была вентиляция, которая не очень хорошо работала до этого времени, до капитального ремонта. И то, что вот проводится капитальный ремонт, мы очень счастливы, что сейчас все эти недостатки, они устранятся. И вентиляция, и канализация, что влияет непосредственно на здоровье ребенка. Вследствие этого были такие классы, где было не очень комфортно учиться, холодно зимой, да у нас очень долгая зима. И очень надеемся, что сейчас этих проблем уже не будет у нас. Сотрудниками управления Россельхознадзора ежегодно проводится мониторинг карантинного и фитнес-санитарного состояния сельхозугодий и лесного массива. На данный момент мониторинг проводится на территории Амгинского улуса. В этом году по плану обследование должны провести на территории больше 2 миллионов гектаров. Во время обследования инспекторы устанавливают феромонные ловушки и берут пробы. По итогам мониторинга готовится специальная программа по локализации очагов карантинного объекта. Сейчас на территории Амгинского улуса числится 3 карантинные зоны – Сибирского шелкопряда и 2 карантинные зоны усачей. На данный момент проведено обследование в хозяйствах, таких как АО «Амгинский», СХПК «Балугур». На данный момент мы находимся ООО «Абага». И с первого взгляда так посмотреть, никаких карантинных объектов, болезней пока не обнаружено. Но отобраны пробы, и отобранные пробы будут отправлены в лабораторию для дальнейшего исследования. По заключению будут приняты меры в соответствии с требованиями федерального закона о карантине растений. Российские студенты выиграют билеты в Арктику в рамках конкурса «Билет в Арктику». Познакомиться с ее красотами, объектами и примут участие в уборке территории, заявил руководитель проектного офиса ОНО «Чистая Арктика» Андрей Нагибин. Студентов будут отбирать по конкурсу, в рамках которого участники будут виртуально исследовать карту в специально разработанном мини-приложении ВКонтакте, а после они будут выполнять задания на проверку знаний. Задача проекта – привлечь будущих исследователей к изучению Арктики. Оставайтесь с нами. Хорошего дня! Мы продолжаем наш эфир, и сейчас у нас в гостях Федор Иванович Тимофеев, исполняющий обязанности директора Актемского филиала Арктического государственного агротехнологического университета. Поговорим на тему подготовки кадров, ведь сейчас идет активная пора приемной кампании, и тема будет актуальна для всех, кто сейчас еще думает, куда же можно поступить. Федор Иванович, доброе утро. Доброе утро. Вот. Ну, вообще, Актемский филиал уже многие годы готовит кадры для сельского хозяйства, и в основном по направлению агрономии. Расскажите, пожалуйста, вот об этом направлении, насколько оно популярно, много ли студентов поступает ежегодно? Да, действительно, мы реализуем программы подготовки кадров для агропромышленного комплекса. И хотелось бы отметить, что не многие годы реализуем такую программу. Мы были созданы в 1999 году, то есть следующий год у нас промежуточный юбилей, 25-летие. И вот с такими направлениями подготовки, например, как агрономия, агроинженерия, это бакалавриат. Есть у нас и магистратура агрономия, профиль адаптивное растениеводство. Также мы реализуем программу подготовки по среднему профессиональному образованию, агрономия, землеустройство. И студенты, обучающиеся в наших стенах, могут получить рабочие профессии, такие как делопроизводитель, садовод, электрик, тракторист, сварщик, ну и так далее. Большой спектр. У нас, да, очень большой спектр. Ну, вот говоря про сельское хозяйство, подготовку кадров, я знаю, что в филиале есть пашенные земли, которые в том числе, наверное, для каких-то научных исследований проводятся, а может быть и для обучения какого-то практического. Можете про них рассказать? Да, мы располагаемся в Хангаласском улусе, село Актемсы. Актемсы — динамично развивающееся село. Соответственно, мы для реализации наших основных программ имеем пашенные земли, как вы заметили. Порядка у нас 300 гектаров. Есть у нас научные полигоны, где проводят студенты свои полевые работы, научные изыскания. Также мы выступаем как сельхозтоваропроизводители для резерва по кормозаготовке
работаем, заготавливаем сенаж, косим сено, ну и так далее. Тут очень много направлений работы, все в рамках передачи не перечислить. Ну, то есть не только для науки, скажем так, используются земли, еще и, в принципе, для сельского хозяйства огромную пользу приносят. Но вот еще некоторое время назад была открыта, по-моему, если не ошибаюсь, автомастерская в вашем филиале. Используется ли? В этом году у нас была открыта лаборатория технического обслуживания, и студенты уже своими руками, своими компетенциями, знаниями, стараются их претворить на практику. У нас полный комплект шиномонтажного оборудования, подъемники, диагностического оборудования, ну и так далее. Очень много возможностей для получения высококвалифицированных кадров для агропромышленного комплекса. Ну, то есть прям руками своими, когда чувствуют, это, естественно, квалификация поднимается. Но поговорим про студентов самих. Студенчество все-таки это пора такая незабываемая, особенная в жизни каждого человека. Вообще, какие сегодня условия в филиале для студентов? То есть, может быть, ну, и проживание, может быть, и льготы какие-то, и так далее. Вот за период будущему 25-летию мы выпустили порядка 1700 специалистов агропромышленного комплекса. Они очень востребованы, так как специальности, которые мы реализуем, агрономия, агроинженерия, землеустройство, они очень востребованы. Наши студенты имеют такие компетенции по профилям. Соответственно, все предприятия, в которых трудоустроились наши выпускники, они очень хвалят наших выпускников. К слову скажу, что из выпускников предыдущих лет у нас уже выросли доктора наук, есть 12 кандидатов наук. Ну, для такого короткого промежутка деятельности очень хороший показатель. Есть у нас и руководители и районного, республиканского масштаба, руководители управления сельского хозяйства. Очень много выпускников работает по линии науки, как я уже заметил. Ну да, если агроинженеры, они востребованы не только в агропромышленном секторе, да, они могут трудоустроиться и в промышленных предприятиях, и вообще везде. Это техническая специальность. Агрономы, скажем так, они соль земли. Как они распланируют, что они... Так и получится. Да, так и получится. Поэтому мы очень большое внимание уделяем. Так, для студентов у нас есть общежитие благоустроенное, всех принимаем, заселяем. Отлично. Федор Иванович, ну, спасибо большое за то, что пришли в студию. Хорошей приемной кампании вам, еще больше филиалу выпускников успешных, ну и вам хорошего дня. Ну, а мы продолжаем. Мирнинцы отпраздновали день рождения любимого города. Развлечения на любой вкус и возраст. Такую программу составили организаторы. Какие виды досуга вызвали особый интерес горожан, расскажем в дайджесте. Неравнодушные к судьбе пушистых и хвостатых могли подарить животным из пункта передержки свое внимание и необходимые вещи – корм, игрушки, лежанки и лекарства. Некоторые пушистики даже обрели новый дом. Там же в парке прошла выставка аварийно-спасательной техники. На ней представили новые пожарные и полицейские машины. Каждый мог почувствовать себя настоящим спасателем, подержать оборудование, посидеть за рулем спецтехники, привлечь внимание звуком сирены. Это и оказалось самым интересным развлечением. Спортивные состязания для гостей праздника провели волонтеры российского движения школьников. Дети и взрослые выбивали матрешек в боулинге, рыбачили, играли в огромный дартс и футбол. Пасмурный день скрасили веселые старты. В командной эстафете победила дружба. За участие все получили сладкие призы. Тем временем на научной шоу-программе ребятам показали зрелищные эксперименты. При помощи основ физики дети запустили в небо ракеты из бутылок. Рядом выступали приглашенные артисты из Москвы. Аниматоры катали маленьких зрителей на моноколесе, танцевали и разыгрывали сценки. Творчеством можно было заняться на мастер-классах по росписи гипсовых фигурок.
Особый мастер-класс для взрослых провел модельер Лев Колесов. Декоративную сумку «Хаппар» желающие шили под чутким руководством мастера. Орнамент дизайнер разработал сам. У народов Саха он символ благополучия и духовного богатства. Тот, кто на мастер-класс не успел, мог купить изделия ручной работы на аллее мастеров. Украшения и аксессуары, мягкие вязаные игрушки не остались без внимания. Как и фудкорт с едой на любой вкус. Шашлык, корн-доги, кукуруза и мороженое. Конечно, в этот день мы всегда хотим поздравить наш любимый город. С днем рождения, пожелать ему грандиозных планов, невероятных свершений. А мы, жители этого города, сделаем все, чтобы так и было. Вечером на торжественной церемонии мэр города Алексей Танких вручил муниципальные награды самым активным мирнинцам. Праздник завершился дискотекой. Жители города именинника порадовали золотые хиты 90-х. Анна Брущенкова, Юлия Подкорытова, Илья Шикуля, медиакомпания «Алмазный край». Вообще, каждую неделю в республике проходят интересные события, в том числе и в книжной отрасли. Вот, например, 18 июля в главной библиотеке Якутии презентовали уникальную книгу. В чем же ее уникальность, расскажут коллеги из Национальной библиотеки. В Национальной библиотеке Якутии состоялась презентация книги фольклорных материалов «Бардам Бабы». В книге впервые как целостное собрание представлены неопубликованные фольклорные и рукописные материалы, собранные в 1945-1947 годах. Одним из талантливых фиксаторов и одновременно носителей устной традиции, внештатным корреспондентом научно-исследовательского института языка, литературы и истории Андреем Гаврилевичем Местниковым. Материал имеет уникальную ценность. Именно заключается в том, что Андрей Гаврилович именно записывал эти материалы из уст, которые он слышал 20, 30, 40 лет назад. И, держа их в памяти, он их впоследствии записал на бумаге и передавал материалы Институту гуманитарных исследований. Я думаю, что книга будет очень интересна и полезна всем, абсолютно интересующимся фольклором и культурой, и историей нашего народа. Андрей Гаврилевич Местников родился в Альтевском наследии Усть-Алданского улуса. В юности получил образование, знал русский язык, являлся в свое время и писарем, и князцом наслега. Вместе с тем он проявлял интерес к произведениям фольклора еще с юных лет. Андрей Гаврилович был близко знаком с Кулаковским, ездил с ним в Булунскую экспедицию в 17-18 году. И он очень много работал именно по сбору фольклорного материала. Андрей Гаврилович даже был основателем школы в Баргонцах, тогда в поселке Тамтор. Он построил школу, которая, будучи перенесенной в село Баргонцы, в районный центр, до недавнего времени служила учебным заведением. Местников также записывал обряды и ритуалы благословений, имевшие большую популярность в Усть-Алданском улусе, тоюки и шуточные песни. Местников и сам являлся замечательным рассказчиком, сказителем, о чем можно узнать также из его записей. Являясь в свое время и князем, и писарем, Андрей Гаврилевич прослыл в народе ланхасутом, проводившим для своих земляков вечера сказительства, исполняя при этом свое аланхо. Саина Кларова, Михаил Эверстов, Медиацентр Национальной библиотеки Якутии. Вот наш эфир планомерно подошел к концу, и, конечно, стоит уже подводить итоги нашего розыгрыша. Разыгрывали мы сегодня 2 вот таких билета. А вопрос был простой. В Якутске на улице Пирогова когда-то был кинотеатр. Как он назывался, в каком году его открыли. И первый правильный ответ, правильных ответов было несколько, но первой, самой быстрой оказалась Светлана Громова. Действительно, это был кинотеатр «Мир». Открыли его в 1959 году. Светлана, с вами свяжутся наши администраторы, расскажут, как забрать 2 вот этих пригласительных билета. Ну, а я на этом с вами, дорогие друзья, прощаюсь. Желаю вам отличных выходных, которые наступят уже вечером. И, конечно же, сегодня, чтобы день также у вас прошел на веселе, с хорошим настроением и продуктивно. На следующей неделе вновь «Утро Якутии» будет вас встречать в эфире телеканала «Якутия-24». До встречи, до свидания.
something from the sky. Breathe inside. Everybody enjoy adventure of a lifetime, of a lifetime. Woo! Солнце и пляжи, белый песок, радуга над домами. Пусть